Возможно, что 107 лет назад, когда зарождалась таджикская журналистика, нашим коллегам было и легче, потому что они хотя бы знали, о чем можно писать, а о чем нельзя писать. Международные правозащитные организации просто в шоке от того, как меняется Таджикистан, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Замалчивают правду, обвиняют, подкупают. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане проходят пресс-конференции. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сейчас такое ощущение, что все темы — это запретные темы. Люди не хотят говорить откровенно. Мы уже говорили не раз о том, что международные правозащитные организации пытаются, так сказать, уговорить таджикские власти вспомнить о правах человека, вести прозрачную политику и больше общаться со своим народом. Но они даже не предполагали, что все повернется именно так. Ответы ради галочки, игнорирование актуальных вопросов, заказные журналисты и пригласительные в конверте. Это коротко о том, как проводятся пресс-конференции министерств и ведомств Таджикистана. Даже на самые простые и обычные темы эксперты не хотят говорить откровенно, независимые эксперты, не говоря уже о госчиновниках, которые несут ответственность за ту или иную отрасль. В демократических и развитых странах организация пресс-конференций со стороны министерств, ведомств и компаний – обычное явление, а отвечать на вопросы журналистов – долг каждого. Но в Таджикистане все иначе. Даже пресс-конференции проводятся здесь по указанию и в строго обозначенные дни. 4 марта 2005 года президент Таджикистана распорядился проводить квартальные пресс-конференции для обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации. В сентябре 2011 года в распоряжение были внесены коррективы. Теперь с журналистами решено было встречаться лишь раз в полгода. Отметим тут, что не все ведомства отчитываются перед народом. Например, сам исполнительный аппарат президента и пресс-секретарь главы государства никогда не встречаются с журналистами. То же самое касается Министерства обороны и ГКНБ. Также непонятно, почему в этом году МВД запретило своим подразделениям в регионах УМВД по областям проводить собственные пресс-конференции, как это было много лет подряд. А как вы относитесь к подобным пресс-конференциям в стране? Как вы считаете, есть ли от них толк? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В мире пришли в шок от того, как Таджикистан откликнулся на их призывы к прозрачности. Ведь они надеялись, что если правительство прислушается, то в стране начнет все налаживаться. Но и тут правительство сделало все по-своему. Но не только с негативом. Журналисты стали наблюдать 3 позитивных момента на прошедших с 1 по 19 февраля пресс-конференциях. Некоторые чиновники не стали полчаса читать уже розданный пресс-релиз и сразу перешли к вопросам журналистов. За это им огромное спасибо, ведь так они просто тянули время, чтобы журналисты могли меньше задать каверзных вопросов. На большинстве встреч не было жесткого ограничения по времени. Чиновники старались отвечать на вопросы на заданном языке, то есть соблюдали закон об обращении граждан, в котором говорится, что если вопрос задан на русском языке, отвечать на нем тоже нужно на русском. Представители СМИ, участвующие на пресс-конференциях, на протяжении многих лет отмечают рост самоцензуры среди журналистов. Раньше вопросы журналистов были более жесткими и касались острых тем. Журналисты могли в лоб задать неловкие для чиновника вопросы или требовать внятного ответа. Однако сегодня этого нет, самоцензура растет. Даже если вопросы касаются острых проблем, журналисты стараются задать их в более гладком виде и удовлетворяются полученными ответами, даже если они не полные или невнятные, говорят журналисты. Они указали и на недостатки своих коллег. Многие приходят на пресс-конференции неподготовленными, не знают тему, задают неконкретные вопросы или вопросы, не касающиеся данного ведомства, а иногда пытаются спросить о чем-то личном. Именно такие журналисты портят репутацию, и чиновники в их лице оценивают всех нас и относятся так же, возмущаются коллеги. И, в общем, к чему мы подняли эту тему? Вот уже длительное время мы, как и многие другие каналы, борются за то, чтобы Таджикистан стал наконец-то нормальной демократической страной, которую они заявляют себе. Ведь на самом деле, нет в стране тех свобод, которые должны быть в нормальных развитых странах. И очень обидно то, что правительство пытается делать вид, что да, они делают то, что их заставляют делать международные правовые организации, якобы они следят за правами человека, но, как мы видим, они делают все по-своему. Это лишь шаблон, который не несет в себе никаких правовых норм. И это как никогда очень больно. А как вы считаете, есть ли в стране свобода слова и права человека? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пусть все люди увидят правду. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!